Накануне произошло событие, которое потрясло не только республику, но и всю Россию. В Хангаласском районе в результате массового убийства погибли 5 человек, а сам убийца после этого покончил с собой. В Улусе объявлен трехдневный траур по погибшим, а сейчас в селе Булгунятах находится наш корреспондент Саргалана Захарова. Она с места событий с подробностями расскажет о сложившейся ситуации. Саргалана, здравствуй, ты в прямом эфире. Да, здравствуйте, Василий. Мы сейчас находимся рядом со средней общеобразовательной школой Булгунятаха, где учился погибший ребенок. Сейчас там работают психологи, которые накануне прибыли из Покровска, разговаривают с одноклассниками погибшего и их родителями. Но если в целом говорить о настроении жителей, то, конечно, сейчас все пребывают в шоке, никто не может поверить в случившееся. Некоторые родители даже не смогли рассказать своим детям и предоставили это специалистам. А вообще нам удалось поговорить с некоторыми жителями. Они характеризуют нападавшего как человека скрытного, не раз проявлял агрессию, вел затворнический образ жизни. А я напомню, что вчера, 24 мая, 65-летний житель села, вооружившись ружьем «Вепер», ворвался в дом соседей, где сперва убил женщину, мужчину и 10-летнего ребенка. Чудом смогла спастись только одна девочка, которая спряталась под кроватью. Затем он направился в другой дом других соседей, где убил 2 мужчин, отца и сына. После этого он вернулся к себе домой и покончил жизнь самоубийством. Следственный комитет по республике возбудил уголовное дело по признакам статьи убийства 2 и более лиц, в том числе малолетнего. У меня пока на этом все. Василий. Саргалана, спасибо. А я напомню, что на месте событий работала корреспондент Якутия-24 Саргалана Захарова.